Давайте погрузимся в удивительный мир вибрационной терапии и поговорим о методе, который может изменить ваше представление о здоровье и исцелении. Этот метод называется «Песня позвоночника», и его разработала доктор Джун Лесли Видер. Если вы хотите узнать, как с помощью звуковых частот можно улучшить свое самочувствие, снять боль и даже справиться с хроническими заболеваниями, то это видео для вас. Давайте начнем с основ. Позвоночник – это не просто опора нашего тела. Это настоящий центр управления, который связан с каждым органом, каждой системой нашего организма. Каждый позвонок отвечает за определенные части тела, и если в нем возникают проблемы, это может проявляться в виде самых разных симптомов, от головных болей до проблем с пищеварением. Но что, если я скажу вам, что каждый позвонок имеет свою уникальную частоту вибрации? И что, воздействуя на эту частоту с помощью звука, мы сможем восстановить баланс, снять напряжение и даже исцелить тело? Именно это и предлагает метод «Песня позвоночника». Доктор Джун Лесли Видер, автор этого метода, посвятила годы изучению вибраций и их влияния на здоровье. Она обнаружила, что каждый позвонок резонирует на определенной частоте, и эти частоты можно использовать для терапии. В ее книге «Песня позвоночника», опубликованной в 2004 году, она подробно описывает свою систему, а также представляет набор частот, которые соответствуют каждому позвонку. Эти частоты измеряются в двух масштабах: 440 Гц – стандартная музыкальная настройка, и 432 Гц – более гармоничная настройка, которую доктор Видер считает оптимальной для исцеления. Забегая наперед, скажу, что после выпуска этого видео мы планируем записать несколько исцеляющих мелодий с правильной частотой для исцеления и восстановления разных органов вашего тела. Так что следите за выпусками следующих видео, подпишитесь и включите колокольчик оповещений, чтобы ничего не пропустить. А сейчас мы пройдемся по каждому позвонку от Си1 до копчика, и на основании исследований доктора Лесли я объясню, как можно использовать эти частоты для улучшения вашего здоровья. А еще я поделюсь реальными отзывами людей, которые уже попробовали этот метод и увидели невероятные результаты. Готовы? Тогда давайте начнем. Часть первая. Как работает метод «Песня позвоночника». Представьте себе, что ваше тело – это музыкальный инструмент. Каждый орган, каждая кость, каждый позвонок вибрирует на своей собственной частоте, создавая уникальную мелодию. Когда мы здоровы, эта мелодия звучит гармонично, но когда в теле появляется дисбаланс из-за стресса, травмы или болезни, эта гармония нарушается. Позвонки могут как бы сбиться с частоты ритма, и это проявляется в виде симптомов. Головные боли, проблемы с пищеварением, боли в спине и даже эмоциональные расстройства. Доктор Лесли обнаружила, что если воздействовать на позвонок звуком, настроенным на его естественную частоту, можно вернуть его в состояние гармонии. Это похоже на настройку гитары. Если струна звучит неправильно, вы подстраиваете ее до нужной ноты. В данном случае струной является позвонок, а нотой – определенная частота в герцах. Теперь о частотах. Вы, наверное, слышали о двух музыкальных настройках – 440 Гц и 432 Гц. Давайте разберем, в чем разница. 440 Гц – это стандарт, который используется в современной музыке. Когда вы слушаете песни на радио или играете на пианино, скорее всего, они настроены на 440 Гц. Это общепринятая настройка. Но доктор Лесли и еще много других ученых считают, что она не совсем естественна для нашего тела. А вот 432 Гц – это более гармоничная частота. Многие исследователи утверждают, что 432 Гц лучше резонирует с природой, с вибрациями Земли и даже с нашими клетками. Эта частота часто называется частотой исцеления, и доктор Лесли использует ее как основу для своей системы. Однако, чтобы сделать метод доступным для всех,
Она также приводит частоты в масштабе 440 Гц. Как это работает на практике? Представьте, что у вас болит голова. Согласно методу, головные боли связаны с первым шейным позвонком, который называется C1. Частота для C1 в масштабе 432 Гц – это 128,43 Гц. Вы можете использовать камертон, настроенный на эту частоту, или включить аудиозапись с этой частотой, чтобы воздействовать на позвонок. Звук создает вибрацию, которая помогает снять напряжение в этой области, улучшить кровообращение и, возможно, облегчить головную боль. Часть 2. Реальные отзывы людей, которые попробовали метод. Эти отзывы вдохновляют и показывают, насколько мощным может быть воздействие вибрационной терапии. Я собрал для вас несколько историй от пациентов доктора Лесли. Их опыт поможет вам понять, чего можно ожидать, если вы решите попробовать этот метод. История GK. Прощание с артритом и болями в спине. У меня много лет были боли в спине. Врачи сказали, что у меня дегенеративное заболевание межпозвоночных дисков. Я не могла выполнять простые повседневные дела. Даже поход в магазин был для меня испытанием. После одного визита к доктору Лесли я чувствую себя так, будто у меня никогда не было проблем со спиной. Я не могла поверить, что один сеанс с использованием камертонов и вибраций может дать такой результат. Теперь я снова могу заниматься своими делами без боли. История KK. Свобода от боли после 35 лет страданий. После 35 лет боли я могу честно сказать, что теперь я свободна от боли. Полгода назад у меня начались сильные боли в левом колене, и врачи сказали, что это артрит. Я думала, что мне придется жить с этой болью всю жизнь. Но после 2 сеансов с доктором Лесли боли полностью исчезли. Она использовала камертоны, и я чувствовала, как вибрации снимают напряжение в моем теле. Жаль, что я не пришла сюда годы назад. Этот метод стал для меня настоящим спасением. История ZX. Прощание с головокружением и возвращение к садоводству. На мой взгляд, у доктора Лесли дар от Бога. Ее руки, кажется, точно знают, где находится боль. Я пришла к ней с головокружением, болями в шее, средней и нижней части спины. После 3 сеансов я смогла свободно двигать шеей, головокружение почти прошло, и я почувствовала себя намного лучше. Доктор Лесли использовала частоты, которые соответствовали моим проблемным позвонкам, и это сработало. Я даже смогла вернуться к садоводству, не боясь, что моя поясница подведет меня. Я так благодарна за этот метод. История JC. Жизнь без трости. Последние 10 лет я страдала от ужасных болей в спине, шее, плечах и коленях. Мне нужна была трость, чтобы передвигаться. Я с трудом вставала со стула, поэтому наконец позвонила доктору Лесли. После нескольких сеансов я стала новым человеком. У меня нет проблем с коленями. Боль в спине наконец-то ушла. Шею я могу поворачивать из стороны в сторону без скрежета. Теперь я без трости и без боли. Вибрационная терапия дала мне вторую жизнь, и я не могу нарадоваться этому. История JD. От слез к улыбке. Я начала посещать доктора Видер по совету подруги и поначалу была немного скептична, потому что много лет страдала от боли в спине, шее, головных болей и других болей в суставах и мышцах, и ничего не помогало, включая обезболивающие и терапию. После первых нескольких недель я начала замечать изменения в болях. Стало легче ходить, стоять, сидеть и даже спать. Доктор Лесли использовала камертоны и звуковые частоты, и это действительно сработало. Я пришла к доктору в слезах, а ушла с улыбкой. Этот метод изменил мою жизнь. История KK. Избежала операции на позвоночнике. Несколько месяцев назад мне пришлось обратиться к нейрохирургу из-за защемления нервов.
и он сказал, что мне срочно нужна операция. Я испытывала сильную боль. Не могла переворачиваться ночью, не могла ходить. Боль была такой сильной, что я плакала. Но вместо операции я пришла к доктору Лесли. Потребовалось несколько месяцев работы с ней, но сегодня я сплю всю ночь и хожу по магазинам без боли. Она использовала вибрационные частоты, чтобы снять напряжение с моих позвонков, и это сработало. Она столько раз помогала мне и моему мужу. Спасибо Богу за доктора Джун. Никакой операции, никакой боли. История Джей Джей. 61 год, боли и, наконец, свобода. Я помню, когда мне было 7 или 8 лет, я уронила что-то на пол в школе, наклонилась, чтобы поднять, и ударилась копчиком об угол парты. Было так больно, что родители отвели меня к семейному врачу, который сказал, что боль будет длиться долго, так как я ушибла копчик. Мне пришлось несколько дней лежать в постели. Но время от времени у меня появлялись боли в пояснице. 30 марта 1970 года я родила младшего сына. Мой копчик раскололся, так как ребенок был слишком большим, чтобы пройти через родовые пути. Затем 4 ноября 1994 года я попала в автомобильную аварию. Меня ударили сзади. Тогда начались настоящие проблемы со спиной. Я думала, что раньше у меня была боль, но это было ничто по сравнению с тем, что я испытывала. Иногда я не могла вставать с кровати или подняться со стула без посторонней помощи. В августе 2006 года мне сделали операцию на шее и верхней части спины. С шеей все в порядке, и я надеюсь, так и будет дальше, но поясница продолжала болеть. Мне сказали, что нужна еще одна операция, иначе мне придется жить с болью. Со временем боль становилась все сильнее, до такой степени, что я умоляла об операции. Но я решила жить с болью. В январе 2009 года я переехала в Ридж-Крест, Калифорния. Вскоре после этого моя близкая подруга обратилась к доктору Лесли из-за болей в шее и руке. Я подумала, почему бы не попробовать? Я действительно не верила, что это сработает. Я пошла с подругой к доктору, и она сделала свое дело. Когда я встала с ее стола, я не могла поверить в то, что я чувствую. Никакой боли. Я чувствовала себя лучше, чем за все свои 61 год, а сейчас мне 69. На первом приеме я сказала доктору Лесли, что если она мне поможет, у нее будет друг на всю жизнь, и я буду любить ее вечно. И знаете что? Спасибо, доктор Джун. Ты друг на всю жизнь, и с любовью, Джей Джей. И последнее свидетельство – улучшение осанки и уменьшение болей в шее. Марина Евгеньевна, 56 лет, поделилась своим опытом использования вибрационной терапии. У меня болел шейный отдел позвоночника, поясница, болели колени, да и самочувствие было неважное. После сеанса с использованием вибрационных частот боли в шее уменьшились, улучшилась осанка, теперь хожу прямо. Я рада, что попробовала этот метод и жду дальнейших положительных изменений. Часть 3. Подробный разбор частот для каждого позвонка. Теперь мы переходим к самой важной части нашего видео. Мы разберем каждую частоту, каждый позвонок, связанные с ним части тела и симптомы. Я буду называть частоты в обоих масштабах 440 Гц и 432 Гц, чтобы вы могли выбрать тот, который вам ближе. Мы начнем с шейного отдела позвоночника и спустимся вниз до копчика. Для каждого позвонка я объясню, за что он отвечает, какие симптомы могут указывать на проблемы в этой области и как использовать частоту для исцеления. Шейный отдел C1, C7. C1 – первый шейный позвонок. Частота 130.81 Гц или 128.43 Гц. C1 отвечает за кровоснабжение головы, гипофиз, кожу головы, кости лица, мозг, внутреннее и среднее ухо, а также симпатическую нервную систему.
Это один из самых важных позвонков, потому что он напрямую связан с мозгом и нервной системой. Если здесь есть дисбаланс, вы можете испытывать такие симптомы, как головные боли, нервозность, бессонница, простуды, высокое кровяное давление, мигрени, нервные срывы, амнезия, хроническая усталость и головокружение. Чтобы использовать частоту для C1, настройте камертон или аудиозапись на 128.43 Гц, если вы предпочитаете масштаб 432 Гц. Поднесите камертон к основанию черепа, где находится C1, и позвольте вибрации проникнуть в эту область. Если вы используете звук через наушники, просто расслабьтесь и дышите глубоко, представляя, как вибрация снимает напряжение. C2 – второй шейный позвонок. Частота 146.83 Гц или 144.16 Гц. C2 связан с глазами, зрительными нервами, слуховыми нервами, пазухами, сосцевидными костями, языком и лбом. Проблемы в этой области могут проявляться как проблемы с пазухами, аллергии, боль вокруг глаз, ушные боли, обмороки, некоторые случаи слепоты, косоглазие или глухота. Для работы с C2 используйте частоту 144.16 Гц. Поднесите камертон к области чуть ниже C1 или включите звук и сосредоточьтесь на этой зоне. C3 – третий шейный позвонок. Частота 164.81 Гц или 161.82 Гц. C3 отвечает за щеки, внешнее ухо, кости лица, зубы и тройничный нерв. Симптомы дисбаланса – невралгия, неврит, акне, прыщи или экзема. Частота 161.82 Гц может помочь с кожными проблемами или болезнями в области лица. Применяйте вибрацию в области шеи, где находится C3, и дайте звуку сделать свою работу. C4 – четвертый шейный позвонок. Частота 174.61 Гц или 171.44 Гц. C4 связан с носом, губами, ртом и евстахиевой трубой. Проблемы здесь могут вызывать сенную лихорадку, насморк, потерю слуха или аденоиды. Используйте частоту 171.44 Гц, чтобы облегчить симптомы насморка или заложенности носа. Поднесите камертон к области C4 или включите звук и расслабьтесь. C5 – пятый шейный позвонок. Частота 196 Гц или 192.43 Гц. C5 отвечает за голосовые связки, шейные железы и глотку. Симптомы – ларингит, хрипота, боль в горле или ангина. Частота 192.43 Гц может помочь при проблемах с горлом. Применяйте вибрацию в области C5, чтобы снять воспаление и восстановить голос. C6 – шестой шейный позвонок. Частота 220.20 Гц или 216.1964 Гц. C6 связан с мышцами шеи, плечами и миндалинами. Симптомы – жесткость шеи, боль верхней части руки, танзелит, круп или хронический кашель. Используйте частоту 216.1964 Гц, чтобы снять напряжение в шее и плечах. Это особенно полезно, если вы много сидите за компьютером. C7 – седьмой шейный позвонок. Частота 246.94 Гц или 242.45 Гц. C7 отвечает за щитовидную железу, бурсы плечевого сустава и локти. Симптомы – бурсит, простуды, проблемы с щитовидной железой. Частота 242.45 Гц может помочь при проблемах с щитовидной или болях в плечах. Применяйте вибрацию в области C7, чтобы восстановить баланс. Грудной отдел.
T1, T12. T1 – первый грудной позвонок. Частота 130.81 Гц или 128.43 Гц. T1 связан с руками от локтей вниз, включая кисти, запястья и пальцы, а также пищеводом и трахеей. Симптомы – астма, кашель, затрудненное дыхание, одышка, боль в нижних частях рук и кистях. Используйте частоту 128.43 Гц, чтобы облегчить дыхание или снять напряжение в руках. T2 – второй грудной позвонок. Частота 146.83 Гц или 144.16 Гц. T2 отвечает за сердце, его клапаны, оболочку и коронарные артерии. Симптомы – функциональное состояние сердца и некоторые состояния груди. Частота 144.16 Гц может поддерживать здоровье сердца. Применяйте вибрацию в области T2. T3 – третий грудной позвонок. Частота 164.81 Гц или 161.82 Гц. T3 связан с легкими, бронхиальными трубками, плеврой, грудью и молочными железами. Симптомы – бронхит, плеврит, пневмония, заложенность, грипп. Частота 161.82 Гц может помочь при проблемах с дыханием. Применяйте вибрацию в области T3. T4 – четвертый грудной позвонок. Частота 174.61 Гц или 171.44 Гц. T4 отвечает за желчный пузырь и общий проток. Симптомы – состояние желчного пузыря, желтуха, опоясывающий лишай. Частота 171.44 Гц может облегчить симптомы желтухи. Применяйте вибрацию в области T4. T5 – пятый грудной позвонок. Частота 196 Гц или 192.43 Гц. T5 связан с печенью, солнечным сплетением и кровообращением. Симптомы – проблемы с печенью, лихорадка, проблемы с кровяным давлением, плохое кровообращение, артрит. Частота 192.43 Гц может помочь при проблемах с печенью. Применяйте вибрацию в области T5. T6 – шестой грудной позвонок. Частота 220.20 Гц или 216.1964 Гц. T6 отвечает за желудок. Симптомы – проблемы с желудком, включая нервный желудок, несварение, изжога, диспепсия. Частота 216.1964 Гц может снять изжогу. Применяйте вибрацию в области T6. T7 – седьмой грудной позвонок. Частота 246.94 Гц или 242.45 Гц. T7 связан с поджелудочной железой и двенадцатиперстой кишкой. Симптомы – язвы, гастрит. Частота 242.45 Гц может помочь при гастрите. Применяйте вибрацию в области T7. T8 – восьмой грудной позвонок. Частота 138.57 Гц или 136.07 Гц. T8 отвечает за селезенку. Симптомы – сниженный иммунитет. Частота 136.07 Гц может укрепить иммунитет. Применяйте вибрацию в области T8. T9 – девятый грудной позвонок. Частота 155.56 Гц или 152.74 Гц. T9 связан с надпочечниками. Симптомы – аллергии, крапивница. Частота 152.74 Гц может помочь при аллергиях. Применяйте вибрацию в области T9. T10 – десятый грудной позвонок. Частота 185 Гц или
181.63 Гц. Т10 отвечает за почки. Симптомы – проблемы с почками, затвердение артерий, хроническая усталость, нефрит, пиелит. Частота 181.63 Гц может поддержать здоровье почек. Применяйте вибрацию в области Т10. Т11 – 11-й грудной позвонок. Частота 207.65 Гц или 203.88 Гц. Т11 связан с почками и мочеточниками. Симптомы – кожные состояния, такие как акне, прыщи, экзема, фурункулы. Частота 203.88 Гц может улучшить состояние кожи. Применяйте вибрацию в области Т11. Т12 – 12-й грудной позвонок. Частота 233.08 Гц или 228.34 Гц. Т12 отвечает за тонкий кишечник и лимфатическую циркуляцию. Симптомы – ревматизм, головные боли, некоторые виды бесплодия. Частота 228.34 Гц может помочь при проблемах с кишечником. Применяйте вибрацию в области Т12. Поясничный отдел L1, L5. L1 – первый поясничный позвонок. Частота 138.57 Гц или 136.07 Гц. L1 связан с толстым кишечником и паховыми кольцами. Симптомы – запор, колит, дизентерия, диарея, некоторые разрывы грыж. Частота 136.07 Гц может улучшить пищеварение. Применяйте вибрацию в области L1. L2 – второй поясничный позвонок. Частота 155.56 Гц или 152.74 Гц. L2 отвечает за аппендикс, живот и верхнюю часть ноги. Симптомы – судороги, затрудненное дыхание, незначительные варикозные вены. Частота 152.74 Гц может помочь при судорогах. Применяйте вибрацию в области L2. L3 – третий поясничный позвонок. Частота 185 Гц или 181.63 Гц. L3 связан с половыми органами, маткой, мочевым пузырем и коленями. Симптомы – проблемы с мочевым пузырем, менструальные проблемы, выкидыши, ночное недержание мочи, импотенция, симптомы климакса, боли в коленях. Частота 181.63 Гц может помочь при проблемах с мочевым пузырем. Применяйте вибрацию в области L3. L4 – четвертый поясничный позвонок. Частота 207.65 Гц или 203.88 Гц. L4 отвечает за простату, мышцы нижней части спины и седалищный нерв. Симптомы – ишиас, люмбаго, затрудненное или слишком частое мочеиспускание, боли в спине. Частота 203.88 Гц может снять боли в спине. Применяйте вибрацию в области L4. L5 – пятый поясничный позвонок. Частота 233.08 Гц или 228.34 Гц. L5 связан с нижней частью ног, лодыжками и стопами. Симптомы – плохое кровообращение в ногах, опухшие лодыжки, слабые лодыжки и своды стоп, холодные ноги, слабость в ногах, судороги в ногах. Частота 228.34 Гц может улучшить кровообращение в ногах. Применяйте вибрацию в области L5. Крестец и копчик. Крестец. Частота не указана, но можно использовать частоты из соседних позвонков. Крестец связан с тазовыми костями и ягодицами. Симптомы – боли в крестцово-подвздошной области, искривление позвоночника. Для работы с крестцом
Попробуйте частоту L5 228.34 Гц и применяйте вибрацию в этой области. Копчик. Частота не указана, но можно использовать частоты из соседних позвонков. Копчик отвечает за прямую кишку и анус. Симптомы – геморрой, зуд, боль в конце позвоночника при сидении. Для копчика также можно использовать частоту L5 228.34 Гц и применять вибрацию в области копчика. Часть 4. Практические советы и рекомендации. Теперь, когда вы услышали реальные истории людей и за что отвечает каждый позвонок, давайте поговорим о том, как интегрировать этот метод в вашу повседневную жизнь. Во-первых, не бойтесь экспериментировать. Начните с одной проблемной зоны. Например, если у вас часто болит голова, работайте с C1. Используйте частоту 128.43 Гц в масштабе 432 Гц, как рекомендует доктор Лесли, и делайте это 5-10 минут в день. Если у вас нет камертона, не переживайте, сегодня есть множество приложений и онлайн-генераторов частот, которые могут воспроизвести нужный звук. Также на канале Академия здоровья мы добавим мелодии со всеми частотами. Просто выберите нужную частоту и включите звук через наушники или колонки. Главное, расслабьтесь и позвольте вибрациям работать. Также важно помнить, что этот метод – это не панацея. Если у вас серьезные проблемы со здоровьем, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Вибрационная терапия может быть отличным дополнением. Еще один совет – создайте новую привычку. Например, каждое утро или вечер выделяйте 15 минут на работу с частотами. Выберите 2-3 позвонка, которые связаны с вашими основными проблемами, и работайте с ними по очереди. Со временем вы можете заметить, что ваше тело начинает лучше реагировать на эти вибрации. Я верю, что этот метод может стать для вас настоящим открытием, как он стал для тысяч людей по всему миру. Вибрационная терапия – это не просто наука, это искусство прислушиваться к своему телу и помогать ему исцеляться естественным путем. Обязательно напишите в комментариях, с какими проблемами вы хотите работать и какие частоты вы планируете попробовать. Именно с этими частотами мы выпустим следующие видео. А может быть, у вас уже есть опыт вибрационной терапии. Делитесь своими историями, нам всем будет очень интересно. Спасибо, что провели это время со мной. Берегите себя, слушайте свое тело и позвольте ему звучать в гармонии. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные материалы. До встречи в следующем видео.